И вновь в эфире «Всякая всячина». Проповедь к празднику Воздвижения и черная страница истории Сыктывкара, эпопея с тушенкой и другие видеосюжеты сегодня в наших выпусках. Но сначала, как всегда, оперативная сводка по городу на 21 час 30 минут. Сегодня около 8 часов вечера произошло столкновение по улице Малышева. Машина УАЗ, за рулем которой находился пьяный водитель, столкнулась с «Жигули». Водитель УАЗа на совершенно пустой дороге не справился с управлением и врезался в поворачивающий на второстепенную дорогу ВАЗ. Извините, пожалуйста, вы водитель этого УАЗа, да? Судя по сообщению дежурного по городделу милиции Александра Жарука, сегодня злоумышленники, словно сговорившись, все как один охотились за аудио и видеотехникой. Телевизоры были украдены из общежития пединститута по адресу Советская, 41, магнитола, видеотон и радиоприемник из автобусов, стоявших на открытой стоянке возле пассажирского АТП, и, наконец, видеомагнитофон из одной из квартир по улице Коммунистической, 43. Репортаж Светланы Соколовой и Андрея Шерстнева. Арбитр. Скажите, а кто-нибудь мог знать, что у вас есть магнитофон? У меня друзей много, ну как, кто-то мог же, конечно, знать. Все знают, мои друзья, что у меня есть этик. Ясно. Сколько он стоит? В марках 400 марок. 400 марок? Да, я сам привез его. Из ФРГ. Из ФРГ. Закрывается на 2 оборота, а он, тем не менее, он не закрывал. Он только на одну защелку. Защелка закрывается на 1,5 сантиметра, косяки слабые. Здесь путем отжима. Путем отжима проникли, даже никаких практически к замку не касались. Отжали их двери, зашли, вышли, обратно защелкнули. Ясно. А есть вероятность найти преступника? Будем работать. Конечно, обязательно есть. Ну, отпечатки пальцев, еще что? Отпечатки пальцев есть, нашли, изъяли при общем делу. Ясно. Кроме магнитофона больше ничего не исчезло? Ничего не исчезло, и в квартире ничего, обстановка не изменена. Только заходили за магнитофоном. Пожаров сегодня, к счастью, в городе не было. И теперь короткая видеоинформация Светланы Соколовой и Андрея Шерстнева. Мы вам не раз рассказывали о новых речках на географической карте города, а теперь мы вас познакомим с гейзером. Это редкое природное явление сегодня наблюдали на улице Первомайской. Корреспондент «Всякой всячины» тщетно пытался выяснить, откуда все же бьет этот бесценный источник. Представители горводоканала этот ребус решить не смогли, гортеплосеть была сильно озадачена, сигналов к ним никаких не поступало. Все это и позволило сделать корреспонденту вывод, что происхождение источника естественно. 27 сентября православная церковь отмечает праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня. Завтра в 8 часов утра в Свято-Казанском храме начнется божественная литургия. Мы включили в нашу программу небольшой фрагмент проповеди настоятеля Свято-Казанского храма благочинного отца Иоанна. Уважаемые телезрители, братья и сестры во Христе! В нашем христианском искусстве есть много изображений креста Господня и распятия, но, пожалуй, что самое прекрасное знамение креста, так это то, которое выработалось в нашей православно-восточной иконографии. Ибо на нашем православном знамени креста мы видим нашего Господа Иисуса Христа, уже почившим, голова его склонилась вправо и глаза закрыты. Но, пожалуй, что самым замечательным на нашем православном знамени креста мы видим расположение рук Христа, ибо они выглядят не безжизненными, а раскрытыми для объятия даже на кресте. Теперь от пищи духовной к хлебу насущному. Эпопея с тушенкой пришла сегодня к своей логической развязке, рассказывает Сергей Сорокин.
Честно говоря, не совсем привычное зрелище предстало перед нашими глазами сегодня около полудня. Люди непрерывным потоком шли не в магазин, а из него. И прямиком, не сворачивая никуда, направлялись в соседний, расположенный в метрах 200 от первого. Причина такой массовой передислокации проста. В Арбитовском универсаме тушенка кончилась, а в продуктовом номер 19 еще оставалась. И хотя очередь, как видите, была не маленькая, но зато тушенка, говяжья. И хотя по одной банке за талон, но зато за рубль 32. И хотя с утра и в рабочий день, но в конце-то концов, что значит работа, если тушенку вывезли? Работа, как известно, не волк, а тушенка сейчас есть, а через минуту, глядь, ее и след уж простыл. Легкая паника возникла, когда узнали, что говядина в банках пришла к нам из Беларуси. Но и здесь все быстро прояснилось. Чернобыль случился в 86-м, а животина, пошедшая на продукт, судя по маркировке, паслась на белорусской травке, по крайней мере, за годы трагедии. Ну а в общем, поздравляем всех с тушенкой, желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни. Ну а всякой всячине повезло не очень. Нам досталась только наклейка на тушенке. Так что можно только облизываться. Впрочем, наш корреспондент, как выяснилось, поторопился поздравлять всех с говяжьей тушенкой. Например, студенты Стывкарского технологического техникума наверняка сегодня остались без мяса. Почему? Сюжет Светланы Соколовой и Андрея Шерстнева. Стипендию получаете? Нет. А в группе у вас тут получает стипендию? Да. Кто? 8 человек получает. 8 человек получает. Это хорошисты и отличники, да? Да. Нет, это которые не прогуливают. Понятно, спасибо. Согласно постановлению Совмина, все студенты должны получать стипендию. Вот, нам недавно позвонили и сказали, что в технологическом техникуме не все получают стипендию. Нет, почему? Только что вчера приказ дан на все 100%. За счет средств, экономии, значит, по остальным статьям. А стипендиальным фондом Москва нам не увеличила. Прекратим покупки оборудования, значит, ремонт и так далее. Мне сейчас дополнительно нужно 26 тысяч на стипендию. Вот сегодня только что состоялся разговор с нашим управлением, они сказали, что ни одного рубля, значит, Минфин не выделил на стипендию. Поэтому, как хотите, так и выкручивайтесь. Ну а теперь приоткроем еще одну страницу ненаписанной еще книги об истории Стывкара в годы сталинских репрессий. Как всегда, мой собеседник, член правления общества «Мемориал» Михаил Рогачев. Старожилы Стывкара наверняка помнят, что на этом месте стояло здание тюрьмы. Да, вот в этом районе, где мы сейчас стоим, находилась городская тюрьма, существующая испокон веков. И именно в этой городской тюрьме в 30-е годы она была пересыльной и следственной, совмещала, так сказать, две функции. Через нее прошли многие несчастные, следовавшие в лагеря Воркуты, Инты, потому что пока не была построена железная дорога, их привозили по вычегде на барже десятками, тысячами людей, они поднимались вот там по дороге, и в этой тюрьме ждали своей участи. Здесь же были и сидели, скажем, коми-писатели из Юров, некоторые другие в ожидании своей участи. В этой тюрьме люди умирали, отсюда их уводили на расстрелы. В общем, в 30-е годы это было одно из самых мрачных мест, связанных с репрессиями в нашем городе. Сегодня в Стывкаре в помещении коммерческого центра Комиглавснапа открылась деловая международная выставка-семинар с участием известных зарубежных фирм. В 16 часов выставочный салон международной выставки семинара был открыт для всех желающих. Много народу. Очень много народа. И желающих напускают очень мало, потому что организаторы беспокоятся за свои экспонаты. А как считать, что люди сюда привлекают? Ведь это не выставка продаж, это что, как театр? Да, у нас получается что-то в этом роде. Потому что где-то на Западе это у них в любое время можно приобрести, а у нас только можно посмотреть. И получить эстетическое удовольствие. В смысле, да.
Спасибо. Опасаться участникам выставки действительно было чего. На прошлогодней выставке товаров широкого потребления из Северной Кореи было украдено немало экспонатов, в том числе и дорогостоящая аппаратура. Ну а возвращаясь к деловой стороне международной выставки семинара, можно сказать, что уже сегодня днем здесь прошли предварительные переговоры о предстоящем сотрудничестве. Экспресс-интервью представителя южнокорейской фирмы Samsung. Maybe there is like a wood, the sawmills equipment. Быть можно говорить о том, что было какое-то соглашение касательно производства древесины. И опять. 27 сентября в Сыктывкаре ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла. Над выпусками всякой всячины сегодня работают режиссер Николай Аникин, видеоинженер Борис Фомичев, вела программу Татьяна Рожина. До встречи.